Тавен марлы, джеч буреш, вань музлы верашко, ин марба келька розмелемы, стану налета. Арня нунал, ин марлен нуналес. Ин паймелы монтунне Валерий Иванович интие верашки шкошуса, ну, сыча учер Луисо, али вище, и монсе воштыны, каришки. Ойдыла али вакчак сопон на ващачкомы, ин марба кельмет карасые, ин маре. Та шучкомы, та нунал пон на ин маре. Миоскишкомы ванзе мартон шотишкод, оскыш адямилы, умойлы гына берег тишкошуса. Та учерес. Кудистани Валерий Иванович Луизин маре, оскишкомы тон се чакладес керидин маре. Алисо вище, но медас вище кема, мецо чаля гына бурмозна и та вищон, со тыны даны длы медлуос, бакель карсое, мецо луос, паймымо нуш. Мечаля гына бурмоз. Врачо сверало куинь арнясо вищошуса, но миоскишкомы со кема узлушуса. Еще на умойгес, тыны служить караны, мед, кршос, билям Валерий Иванович мы. Дан ты шучкомы, дан атайлы пилы святой духу. Аминь. Тавин марлы, туннем нам вераме потизин мар толон верас, сычейн тезлы джина теледен чош. Со проповедь на кадю злуе, окшуры ашмёс чош кинлен Библия званче рады можете учтены, но монтане это телефон пор лыджо и онлайн 8 глава с 28 стиха 29 лет. Мон вералотун на джучкалы минут со мой гес. Валактыны медлуос шуса. Жаляса верано удмурткылын кудыря мошугяшкишко шонер валактыны свое мар и Библиян верамын джучкылын. Малпашкишком он джучкылын своим. Вождесен вае. Тавин марлы. Откроем 8 главу Иоанна. С 29 стиха я начну читать. И пояснять параллельно. Слова Иисуса Христа. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Помните, что на кресте, однажды Христос, вот когда его распинали, сказал: «Господи, Господи, зачем ты оставил меня?» А здесь он говорит, что никогда не оставлял меня Господь. И действительно, даже на кресте Бог не оставил его. На самом деле, то, что он это почувствовал, это нужно было для того, чтобы отразить человечность его. Он был 100% человек и 100% Бог. Именно когда мы говорим, что он сказал: «Оставил меня Отец, для чего ты оставил меня?», мы видим, насколько он страдал, настолько ему было по-человечески тяжело, но он прошел это. Есть параллельное местописание еще вот в этом же тексте. Я сейчас еще найду параллельные места. Прыгает. Господи, помоги мне. Ну ладно, не получается, хорошо. Вот, когда он сказал это, что ему угодно только делаю, это и есть слава Божья. Нам нужно стремиться делать только его волю, не человеческую. Когда мы знаем, что хочет от нас Бог, тогда нам просто поступать правильно. Просто. А как мы узнаем волю Божью? Только есть пребывая в Слове Его. Ему возражают фарисеи. А вот многие фарисеи, следующий 30-й говорит, когда он говорил это, многие уверовали в Него. Не фарисеи, это вот еврейский народ там был, да, это вот Иоанн пишет о еврейском народе. Многие уверовали в Него. И тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, то есть евреям, да, те, которые считали, что они избранный народ, как мы знаем, Израиль, они праведны перед Богом, и только они будут иметь Царство Небесное. Остальные язычники, они не войдут. Вот у них именно такое понятие было, национальное такое понятие. Но Иисус вот им говорит: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, истина сделает вас свободными.
Вот этот вот момент я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что истина сделает вас свободными. Что он имел в виду? Свободными быть. У нас очень много страхов, у людей особенно. Чего только мы не боимся. Что только на нас не насылает этот страх. Кто-то боится без работы остаться в наше время. В советское время, как мы знаем, безработицы не было, как быть-то, да? Были суды за тунеядство. Кто не хотел работать, их в тюрьмы садили даже. Работа была для всех. Теперь мы знаем, что желающие работать даже не могут найти. И страх есть. Но Господь же вот в своем Писании говорит, много мест есть, где говорит, что не думайте, вот, допустим, что вам есть и во что одеваться. Да? Христос на горной проповеди сказал такое. Это и есть утверждение того, что Бог знает наши нужды. Вот этот страх не должен нас угнетать. Боязнь. Не должен угнетать. Вот он говорит, будете свободны. Свободны. Вот полноценно свободными мы быть людям не можем вообще. Мы все равно будем принадлежать либо рабы греха, либо рабы Божьи. Как таковой свободы быть не может. Потому что если мы будем свободны, предоставлены сами себе, мы все равно должны будем придумывать какие-то правила поведения для самих себя даже. Если в одиночестве мы остаемся, нам обязательно нужно будет придумать какие-то ограничения для самих себя даже. Потому что без правил это будет беспорядок, это будет хаос. Если мы будем сегодня сделали одно, а завтра уже мы будем делать другое, противоположное тому, мы разрушим то, что мы сегодня созидали. То есть и Христос именно говорит о том, что только Слово Божье нас может ограничить, вот наше вот это вот несовершенство, скажем, что ли. Он даст нам порядок, дает Библия, вот Слово Божье, дает порядок, по которому мы должны жить, и будет нам благо. А ему вот отвечают те евреи, которые считают себя праведными перед Богом, славными. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. Вот они как понимают. Сегодня Павел Иванович сказал про рабство. Да, есть раб низкого происхождения, или как-то сказать, значение этого слова. То есть, если тебя победил какой-то сильный, взял, заковал в кандалы, и ты стал рабом его. Служишь ему, работаешь на него. Уничиженный раб. Но есть раб Божий, он возвышенный. Мы, если рабы Божьи, мы свободны. И тех, кто является рабами Божьими, Писание говорит, вы царственное священство. Так и апостол Павел, он сам себя называет рабом Божьим, раб Божий. Вот это для нас честь. Вот это тот порядок, который дает нам уверенность и изгоняет страх. Изгоняет. Если я раб Божий, а Бог есть любовь, и Писание говорит, любовь совершенная изгоняет страх. То есть я готов быть этим рабом для того, чтобы усовершенствоваться, утвердиться в истине и изгнать тот самый страх. Я уже не без боязни могу идти по этому миру. И дальше ему говорят, вот Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Они сказали, что... Так, я не то уже читаю, подождите, не по порядку. Перескочила, видимо. Так. Ему, вот семя Авраамова, да, извините. 34. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас от истины, то истинно свободны будете. Освободит вас, то есть от греха, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраама, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас.
Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Он конкретно уже обвиняет их, что вы думаете меня убить, потому что ваш отец дьявол. Напрямую уже говорит, что вы не имеете Бога, хотя вы думаете, что вы избранный народ, что для вас приготовлено Царство Небесное, что вы ждете Мессию, но я Мессия, вы меня не узнали, и он говорит, вот, если бы вы знали Бога, то знали бы меня, потому что я-то Отца явил вам, я пришел, Отца явил. Писание так и говорит, что Бог явил себя в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Кто видит Иисуса Христа и Его дела, какие Он совершал, это вот мы сейчас не видим этого, но тогда же они видели своими глазами, исцелял, слепых исцелял, больных, мертвых воскрешал. Никто не может такое делать, только если будет с ним Бог. Он и говорит, вот вы ищете меня убить, ну вот как вы не видите того, что явно вам. И дальше они снова говорят, сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Ну кто Авраам? Это человек, верно? Но они не просто говорят Авраам, они говорят, что отец наш по сути Бог. Они не смеют сказать, что отец наш Бог. Для евреев это было бы как бы кощунственно, что ли, они богохульство считали. Они говорят Авраам, но подразумевая, что отец их Бог. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. Авраам был избранным, и он говорил с Богом напрямую, верно? Вот его дела бы делали. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. То, что говорил Бог, он верно исполнял, Авраам. Все, что слово сказал. А вы, говорите, ищите меня убить, который сказал Слово Божье. То есть они Слову Божьему уже противятся. Вы делаете дела Отца вашего. Снова говорит Христос, вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога. Вот видите? Одного Отца имеем, Бога. Значит, они то, что говорили Аврааму, они прекрасно понимали, что Авраам от Бога, и значит, они тоже от Бога. Отца Бога имеем, не от прелюбодеяния рождены. Этот момент показывает на то, что Иисус Христос родился, ну, наверняка они уже знали, что он, дева, да, была дева до свадьбы, что ли, зачата была. Помните? Вот они на это намекают, что мы-то не от прелюбодеяния, а ты-то откуда родился? Неизвестно. Вот они что, ему вот прямо оскорбительно вот такие слова говорят. Мы-то не от прелюбодеяния, но они обвиняют его. А ты-то вот, мы-то не такой, как ты. Иисус сказал, если бы Бог был Отец ваш, внимательно, то вы любили бы меня. То есть, если бы они знали Бога, то они узнали бы Иисуса Христа, что это действительно Мессия. И отсутствие веры в Бога и отсутствие самого Бога в них, в их сердцах не позволило узнать самого Христа. И вот, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слово моего? Я много раз слышал от верующих, причем, когда говоришь Слово Божье на вопрос или на дела ихние, говоришь, что не по Писанию поступаешь, они отвечают, а при чем здесь Писание? Якобы вот мое дело здесь, а при чем здесь Писание? Причем здесь Бог, по сути, можно сказать, да ведь? Как причем здесь Бог? Если мы верующие, мы должны поистине жить. Для нас основа должно быть Слово Божье. Вот и если мы будем пребывать в Слове Божьем, мы поймем, что говорит Бог, как поступать, как служить. Только через Писание Он с нами разговаривает. Дух Святой объясняет не что-то такое, а объясняет именно то Писание, которое мы имеем в руке. Прочитали, Дух Святой проговаривает, дает толкование этому. И в конце концов уже вот намеки закончились, и Иисус Христос прямо уже говорит им, ваш Отец
дьявол. Дьявол. И вы хотите исполнить похоти отца вашего. Похоть плоти, да? Да. Убийство. Он был человека-убийца. Но раз они Христа хотят убить, они же не отрицают, он говорит, вы хотите убить меня, они же не говорят, да ты что, нет, не хотим убить. Не говорят этого. Они, значит, признают, что они хотят убить. И вот он говорит, что он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Вспомним, как начинал дьявол первый же, это в Бытие, да, первой книги. Да, он сразу же начал с подозрения или там с посева сомнения Слову Божьему. Подлинно ли, сказал Бог? Естественно, он назван лжецом. Он искусен в этом. Если мы перестаем верить Слову Божьему, мы неизменно перейдем к другому источнику, который уже лжец. Богу перестаем верить и начинаем верить в ложь, дьяволу. А как я истину говорю, то не верите мне. То есть Иисус Христос говорит так. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Здесь опять же он говорит, ну обличите меня, в чем я не прав, и никто ему не может возразить. Никто не знает, не может найти в нем хоть что-то такое, что может его обличить. Никто. И дальше он объясняет еще одну вещь. Кто может слушать его слова, а кто не может? Кто на собрании слушает Слово Божье, а кто спит? Можно так сказать. Вот он говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Воскресный день. Бог служит своему народу. Если говорят проповедь на сцене или за кафедрой, это говорит Бог через проповедника, через человека, которого Он поставил. Мы слушаем не просто Павла Ивановича или Валерия Ивановича, мы слушаем Слово Божье. Дух Святой говорит через человека. И вот кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Страшное обвинение. Как мы слушаем в воскресный день проповеди? Как мы находимся? Бодрствуем ли? Сидя на месте. Размышляем ли о том, что нам говорят? Действительно ли мы от Бога? Или в этот момент дух усыпления от сатаны пришел к нам, и мы просто-напросто размышляем о другом. Не о Божьем. Не о том, что говорится. Дальше опять иудеи ему возражают. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Вот до чего дошли. Национальный вопрос. Реально национальный вопрос. Ты самарянин. Значит, ты все, в тебе уже бес. Ты не иудей, ты не еврей. Ты не такой, как мы. Ты самарянин. Знакомы, наверное, да? Мы вот этот народ, а вы такой народ. Вы вообще не такие глупые. И сразу же в тебе бес. В тебе бес. А для чего его обвиняют? Опять же, давайте к Адаму обратимся. Адам, когда его обличил Бог, что он начал говорить? Бог, помните, сказал, не ел ли ты от дерева, которое запретил? Он говорит, жена моя, которую ты дала мне, и я ел. Но вот опять же, обвинение на Бога. Вот они сейчас, бес в тебе, чтобы оправдать себя, начинают обвинять Иисуса Христа. Иов однажды тоже пытался оправдать себя. Он действительно не видел в себе греха. Он не понимал, почему страдает, и он сказал, вот если бы ты был здесь, но ты закроешься, и я не смогу с тобой разговаривать, это я от себя уже говорю. Если бы ты пришел ко мне, то я бы поспорил с тобой. Да? Но вот когда Бог пришел, когда начал спрашивать его, и он конкретно же сказал Бог,
Ты обвиняешь меня, чтобы оправдать себя. Вот они тоже Иисуса Христа обвиняют, что без тебя лишь бы спасти, то есть оправдать самого себя, самих себя. Ну, Христос что говорит? Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Ищущий и судящий. Кто это? Это Бог. Есть место Писания сказано, не вы нашли меня, а я вас нашел. Бог ищет своих. Он находит своих. И сердце наше меняет так, что мы становимся верующими людьми. Мы принимаем Слово Его и становимся детьми Божьими. Покаялись, приняли и стали свободны от греха. Освободились, стали святыми. Вот Он, тот самый ищущий Бог, через Духа Святого, посредством Слова находит своих. Но вот Он так и говорит, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Вот вечная жизнь начинается здесь на земле. Начинается через соблюдение Слова Божьего, через соблюдение Библии. Не наших прихотей, не наши человеческие «я хочу» сегодня так поступить, а завтра по-другому. Мы можем много менять законы, они постоянно у нас меняются. Но Христос говорит, жизнь вечная обретается только тогда, когда вы соблюдаете Слово Мое, Слово Иисуса Христа, которое есть в Писании, Библия. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Опять же, Авраам умер, пророки, а ты говоришь, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Они не знают. Видно, что они не понимают, что есть вечная жизнь. Жизнь после смерти. Здесь говорится, что вот все умерли, а ты говоришь, что будут жить вечно, которые будут исполнять заповеди твои. Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Он намекает на то, что евреи, вот кто с ним спорит, они сами себя славили, они считали себя особенными славили. У других все, бес в них, а у нас беса нет. Мы живы будем, они умрут. Вот они как раз вот славили себя. А Христос говорит, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Вот вы славите. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Как Он прославлял Отец Его? Еще раз говорю, Он делал такие дела, чудеса творил, оживлял. Никто из людей не может. И даже один из фарисеев, когда он пришел к нему, учитель народа, сказал, никто не может делать таких дел, которые ты делаешь, если не будет с ним Бога, верно? Да. Вот он и говорит, что Он Бог ваш, Он именем Его делал, а они этого даже не понимают. И Он опять им говорит, и вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобен вам, лжец. Если скажу, что я Бога не знаю. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Вот смотрите, Иисус Христос говорит, я соблюдаю Слово. Вот это путь наш. Пребывайте в Библии, пребывайте в Слове. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. Но на это сказали ему дети, тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама? Опять они по-плотски смотрят, да, на плоть, на человеческую. Они не видят в нем Бога, они видят только человека перед собой. Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Слово вот это «я есмь», не просто «я есть». «Я есмь», «м» и мягкий знак, означает, что я был, есть и буду вечно. То есть здесь есть еще в других переводах, в скобке пишется «Егова», то есть Бог, имя мне Егова, я есмь. И вот тогда
евреи уже, которые спорили с ним, уже у них не было никаких аргументов, они даже не стали придумывать ничего, все им достаточно, человек себя Богом назвал, и что они делают? Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Вот. До какого состояния доходит человек, когда он начинает противиться Божьему Слову. Во всем этом отрывке, сколько я читал, Христос говорит: «Слове прибудьте, Слово Мое». Кто в Слове прибудет, тот будет иметь жизнь вечную. А спорящие с Ним, считающие себя праведниками, верующими, возвышая самих себя, не понимают даже того, что они борются именно с тем, что дает жизнь. Именно тот, кто перед ними, есть жизнь вечная. Он же сказал, Христос: «Я есть путь и жизнь. Кто мной войдет, тот спасется». Вот и указание на слово, что через слово мы обретаем жизнь вечную, для нас должно быть как бы правилом, что ли, нашего христианской жизни, нашего поведения всегда. И тогда, когда мы перед людьми, и тогда, когда мы одни перед Богом, когда в церкви, когда на работе, везде. Вот это должно быть наша основа. Если мы верим, что Слово Божье есть истина, то мы будем его соблюдать. Будем. Но если у нас есть какое-то хоть чуть-чуть сомнение в том, при чем здесь Библия, вот это если будем говорить, то мы не сможем исполнить. У нас не будет силы в этом. Мы все время будем поступать по прихотям своим, человеческим, по желанию, а не по истине. Давайте помолимся, чтобы Господь укрепил нас в вере, укрепил в Слове. Благословен наш Господь. Слава Тебе, Господь Иисус Христос. Снова Ты с нами и дал нам великое поручение, Господи. Пребывать в Слове Твоем. Именно это Слово очищает нас. Посредством Слова, бани водной, Господь, Ты сказал, что Ты очистишь нас. Мы веруем в то, что благословение мы получаем только лишь по Твоей благодати. По Твоей милости, Господи, ибо мы не заслужили ничего. Но если мы пребудем в Слове и будем стремиться исполнить его так, как Ты, Дух Святой, дашь нам исполнить, Боже, то мы будем иметь жизнь вечную. Это есть истина, это Слово Твое. Мы верим, что Ты избрал нас. Не мы, но Ты, Господь. Верим в то, что Ты волей Своей, силой Своей Духа держишь нас в вере, в этом месте, Господь, где Ты сам царствуешь. И мы будем царствовать с Тобою, как написано в Писании. Благослови, Господи, сегодняшний день. Благослови каждого, чтобы Слово Твое вникало в сердце наше, утверждалось там и имело много-много плодов, прославляющих имя Твое. Благословен Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.